Я тогда представлю, наверное, сразу. У нас будет сейчас сессия, это цифровое общество в Беларуси, проблемы и инструменты. На этой сессии у нас выступят представители Мета Беларуси, таких проектов, как представители сообщества Сибры и Беларусь Тех, а также представитель движения «Электронная Беларусь». И я передаю слово тогда сразу модератору. Иван Семенович, пожалуйста, включайте микрофон, включайте видео. У нас теперь три Миши начинают панель по цифровому обществу в цифровой среде. Так, я вижу, что к нам уже подключился модератор Иван Семенович. Тогда, пожалуй, я передаю слово, Иван, вам, и тогда уже отключаюсь полностью, все в ваших руках. Спасибо. Благодарю. Так, всем доброе утро. Я тогда, пока у Каханку нету возможности подключить микрофон, я перехвачу модерацию. И мы сегодня с вами собрались вообще-то поговорить о цифровом государстве, да, как бы заполнить эту панель своими мыслями и рефлексиями, но тут я ночью психанула, потому что увидела наши идеи, и нас обозвали какими-то безымянными волонтерами, да, и по полной юзаются наши идеи для того, чтобы представлять их спонсорам, да, на варшавских конференциях и так далее, и так далее. Я думаю, что, ну, как бы Павлу стоит, ну, немножко осторожнее быть. В общем-то, мы делаем, мы проект, мы заявляем себя. Мета Беларусь заявляет себя как проект гражданский. То есть мы волонтерскими усилиями придумываем решения и делаем это для гражданского общества, но не для Паши Либера и его родственников и друзей, понимаете? Вот, и поэтому, ну, Паша сделал много для Беларуси, и я его, ну, то есть, как бы, я думала, что мы друзья почему-то. И мне казалось, что мы так вот делимся своими наработками, но то, что Мета Беларусь даже не упомянули в этой презентации, меня, конечно, глубоко возмутило, я обидела. Честно вам скажу, я полна возмущения, обиды, но тем не менее продолжаем, как бы, ну, бывает всякое, да, это человеческие отношения, ну, то есть, как бы, может, он хотел получить деньги у спонсоров ну, то есть на инфраструктуру Digital State и всем раздать, мы же не знаем, может, намерения благие. Вот, но, тем не менее, я говорю сейчас о ночной презентации, которая была на английском, поэтому этой ночью я взяла и сделала презентацию на белорусском, да, то есть, как бы, как это презентовать для спонсоров, мы все видели. Да-да-да, Иван, у вас появился микрофон. Да, появился. Прекрасно. Пробачника я тут отметил, что Ты тут промову, может, приготовил? Некую приготовил, пробачьте, але без відео. Есть некие проблемы с зумом на компьютере у меня. Ну, зараз тебе чутно. Ну, и что ты маешь сказать? Я покуль отчиняю презентацию свою на протягу темы. Як вам будет зручнее, по-белорусски ці по-российски? Ясно и красный по-белорусски. Аля, добре, ми починаємо. Так ти і кажи, розуміємо, ми по-всілякому. Добре. Мы начинаем нашу дискуссию про цифровое цивільне громадство, громадянскую супольность, все разные термины. Про что треба почать? Про то, что я занимаюсь IT-технологиями амаль 30 год, и кожны год здзіўляюся тому, як все вельмі быстро разрухаецца, як все вельмі быстро расце, и вельмі цяжка паспяваць за ўсім тым, што здарваецца ў свеце у галіне цифровых лічбавых тэхналогій. Амаль 10 год таму ніхто і ў думках не меў, што ёсць некія розныя способы идентификации, что Facebook, Google и глобальные сетки будут
так канфліктаваць з лепш перайду на расійскую мову, бо ўся Ага, добре. все у нас тут Чутно, по-расійску. что тяжко, Так, уже тяжко, миграция дае свое. Ходи на молнию. не. В белорусском языке очень сложно подобрать новые слова для тех, которые в российском уже пришли из английского. Здесь каждый раз Раздай думает, мне, что пожалуйста, цифровой... там, в общем-то, от тебя на самом деле не требуется Да, самореклама. отлично. Этих включи мне капоста, раздай мне расшар экрана, я буду презентовать. Доброй раницы у хату. Доброй раницы. В общем, идея была какая? О том, что то, что происходит в цифровом мире, изменяется с какой-то потрясающей скоростью. И Михаил каждый Таубе, год... пожалуйста, раздайте мне капост, чтобы я могла расшаривать экран. Я приготовила презентацию и хотела бы включить и поговорить о том, что я приготовила, просто я не могу расшаривать. К сожалению, я не могу вам дать ко-хост, потому что здесь не предусмотрено такой функции, есть только один хост, и я его не могу отдать, поэтому я извиняюсь, меня заранее не предупреждали, что будет у кого-то презентация, я к этому не был готов. Предлагаю вам исходить из того, что вы можете просто ее презентовать без экрана. Я надеюсь, у нас, в принципе, может быть, тогда я вам могу послать эту презентацию, а вы будете мне... Да, давайте так тоже возможно. И я бы попросил, наверное, давайте сконцентрируемся немножко больше на темах, чтобы было меньше эмоций. У нас есть зрители, которым интересно узнать именно по цифровому государству. Да, так вот я и хотела перейти к темам. Да, пожалуйста. Сосредоточимся на этом. Извините, пожалуйста, я дорогие зрители. Предлагаю еще Ивану, вам, пожалуйста. Сейчас мы Михаилу, через Михаила. Майк, переправь, пожалуйста, Михаилу вот эту презентацию. Ника, я как только получу, да, я сразу подключу ее, и я прошу Ивану, как модератору, перенять на себя модераторство, смотреть за чатом и за поднятыми руками, а также, думаю, будет удобнее всем нашим зрителям, если вы включите камеру и сможете с камерой быть с нами. Спасибо. Вот, да, продолжай, пожалуйста, Иван, очень было вельми цікаво. Так, Майк, у тебя рука поднята, у Елены Минской. Да, благодарю. Просто хотел вернуть нас в русло данной панели. Я, конечно, понимаю, что это всего лишь параллельная панель, вот, которая неизвестно даже войдет она в общий протокол или не войдет. Но все равно стоит, наверное, придерживаться более-менее такого четкого подхода, чтобы мы могли действительно обсудить важные вещи. Вот, поэтому если вы не против, то непосредственно перейти уже к самой теме. Я с радостью, пожалуйста, Майк, я тебя расшарила в Телеграме, пометила тебя в тимлидовском чатике, переправь Михаилу Таубе презентацию, у меня нет с ним связи. Мне нужно, чтобы ты скинула ее лично мне. Я предполагаю, что вы уже можете видеть презентацию на экран. Подтвердите, пожалуйста. Поважанные сябры, я хочу вам представить такое решение, якое, представить нашу ініціативу. Ми мета-беларускай, гэта кансорціум лічбавых ініцыятыў. Беларусы са ўсяго свету сабраліся, каб вырашыць некую грамадскую боль, так, вырашыць з дапамогай лічбавых інструментаў. Так здарылася, што мы усім грамадствам апынуліся ў лічбавай прасторы. Гэта вельмі цікавы сусветны феномен, калі нацыя апынулася ў лічбавай прасторы. Таму, каб мы маглі маніфеставаць сабе як нацыя ў гэтай лічбавай прасторы, мы павінны сабе неяк абазначыць. Так? І зараз я буду прэзентаваць усё разам, крыху скамкавана, бо нас толькі учора запрасілі на гэтую канферэнцыю, не было часу падрыхтавацца, але што атрымалася, то атрымалася. Мы падрыхтавалі
рашэнне, якое баліць. Так? Гэта, у нас ёсць інструменты, каб вырашыць нашу агульную боль, а наша агульная боль – гэта рэферэндум 2022 года. Таму мы прапануем адну з варыянтаў. Мы хацелі б з вами абмеркаваць, што вы на гэты конт думаеце, можа у вас нейкія будуць думкі, як зрабіць сапраўдны рэферэндум. Прашу, Михаил, next slide. Рэферэндум можна выкарыстаць як падставу для аб'яднання. На якіх узроўнях можа адбыцца аб'яднанне ў лічбавай прасторы? На сімвалічны. Сіні пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь – гэта фактычна пашпарт прыгоннага чалавека, які падпарадкоўваецца нейкай там феадальнай групіроўкі. Ён не дае ніякіх чалавечых правоў і годнасцей. Мы мусім змяніць гэтую сітуацыю спачатку на сімвалічным узроўні, каб была падстава для пераменаў рэчаіснасці. Наступная падстава для аб'яднання – гэта стратэгічная, бо калі нас усімі намаганнямі, калі вы заўважылі апошнім часам у камунікацыйнай прасторы наўмысна дыскрэдытуюцца людзі, якія звязвалі розныя ініцыятывы, якія як бы былі клеем паміж рознымі ініцыятывамі. Так? І таму мы лічым, што стратэгічна нам патрэбна аб'яднацца, так, наадварот, не падпарадкоўвацца гэтым стратэгіям, а наадварот ісці ў аб'яднанне. І таму новая Беларусь пачынаецца з ідэнтыфікацыі грамадзян. Наступная падстава для аб'яднання – гэта наша агульная бяспека. Гэта бяспека нашых сваякоў, якія засталіся ў Беларусі. Гэта бяспека нашых дзяцей і будучых пакаленняў, бо мы не хацім, каб паўтарылася дыктатура. У том ліку мы не хацім, каб гэта дыктатура зрабілася лічбавай, не дай Бог. Таму наша мэта – гэта немагчымасць кантраляваць і збіраць асабістыя дадзеныя і маніпуляваць вынікамі выбараў. Мы, як валанторы, намагаліся, і мы зрабілі інструменты, якія могуць нам у гэтым дапамагчы. І кансалідацыя намаганняў, вы зразумелі. Калі мы зможам маніфеставаць сабе як грамадзянская супольнасць у адзінай прасторы, мы будзем маць моц і правы дзяржавы. Гэта мы, такую экспертызу мы атрымалі ад нашых эстонскіх сяброў, акадэмікаў, і гэта магчыма легалізацыя гэтага кангламерата лічбавага усіх беларусаў як суб'екта міжнароднай супольнасці вызначанага. Мы можам існаваць як дзяржава не толькі на тэрыторыі, але ў лічбавай прасторы. Наступны слайд. У чым сэнс суверэннасці? Протокол SSI, якім так любезна Михаил наш Майк Ананін і падзяліўся з усей супольнасцю беларусаў гэтай ідэяй, то ёсць такі протокол Self-Sovereign Identity. Self-sovereign identity, сэнс гэтага у чым, як вы думаеце? У тым, што кожная асоба ідэнтычна захоўвае свае даныя ў сябе і кантралюе толькі яна. Мэта Беларусь – гэта пашыраючыся кансорцыум ініцыятыў неабыякавых грамадзян, якія працуюць над інструментамі для новай Беларусі. На дадзены момант на рознай ступені гатоўнасці наступныя інструменты. Мэта 1. Гатовы. Гатовы, мы яго тэсцілі на
на мінулым тыдні мы рабілі пачатак руху, да, устаноўчы такі з'езд, які выглядаў як гульня. Так, у нас ёсць такое таварыства мэта гульня, адзін з праектаў, так, які распрацоўвае эксперыментальныя падыходы і перанос цікавых псіхалагічных і арганізацыйных практык у лічбавую прастору. Дык вось мы рабілі такія эксперыменты, як арганізацыйная гульня, пра які, пэўна, больш распавядзе Майк Ананін. І у нас і тэсцілі ў гэтым кантэсце гэтае мэта-ID. Ну, канешне, не ўсё было гладка, было складана, але зараз да нас прыйшлі новыя UX, і спадзяюся, што на наступны этап гульні ўжо будзе лягчэй заідэнтыфікаваць сваіх карыстальнікаў з ініцыятывам, сваіх валантораў з ініцыятывам. Скажыце, калі ласка, ці ёсць тут хоць адзін чалавек, які ніколі не чуў пра мэта-ID? Подніміце руку, я распавяду. Калі ёсць, калі не, я тады працягну. Не бачу. Хто-небудзь бачыць? Все чулі, здаецца. Тетя Циля не чула про мэта-ID. Тетя Циля, я вам распавяду зараз про мэта-ID. Что? Время у меня. У Хелены еще была рука, изникла. У Елены еще была. Тетя Циля, что вы думаете? Мэта-ID – это такі пашпарт новага беларуса, так, напрыклад, які выдаецца дэцэнтралізавана. У кожнай ініцыятыве, тёця Циля, ёсць давераныя людзі. Ёсць людзі, якія вы давяраеце, і ёсць ініцыятывы, якім вы давяраеце. Напрыклад, суполка вашай краіны можа вам выдаць пашпарт. І мы нават не будзем ведаць, хто такая тёця Циля, але мы будзем ведаць, што суполка вашай краіны вам его выдала, і будзе у вас такі код, якім вы будете пацверджваць сваю унікальную суверэнную асабістасць, што вы суверэнная беларуска. Дальше у нас ёсць сістэма галасавання альбо, і гэта сістэма, пра якую, пэўна, лепей распавядзе хто-небудзь з іншых спікераў, бо ў мяне сканчваецца час, а мы ідзем на наступны слайд. Вось, ну тут і як дзейнічае гэтая мэта-ID. Дык вось, тёця Циля, што гэта? Это арганізацыя пашпартных сталоў грамадзянскіх ініцыятыў. Для чаго это? Гэта каб набраць кворум, каб мы ўсе разам могли заявіцца, што мы грамадства. Што гэта нам дасць? Гэта нам дасць легітымацыю на міжнародным узроўні, і мы можам да банка рэканструкцыі развіцця падысці ўсёй грамадой і сказаць: а ну-ка дайце нам грошы на інфраструктурныя змены. Но только не ў одну кішаню, а ўсім разам. Вось. І што гэта? Гэта тое самае, пра што распавядаў, не памятаю, Александр сёння ноччу на ангельскай, правда, на расійскай і на ангельскай ён распавядаў. Тёця Циля, нам нужно ўсё по-беларуску, бо мы інакш не разумеем, што там яны на ангельскай для сваіх спонсораў лапочуць, не? Зараз пашырэнне магчымасцяў грамадзян і арганізацый праз валідныя сервісы. Ну, гэта тое самае, што сёння было распавядалі гэтыя нашы сябры, так скажем. Вось. Як гэта будзе адбывацца? Ну, праз рэгістрацыю пашпартных сталоў, мобілізацыю і легітымацыю. Слухайте, пераходзьце да апошняга слайда, і я прашу хвіліначку, бо ў мяне там дзіцё пад дверью, мушу адчыніць. Если у кого есть какие-то вопросы в чате, вот, я попробую ответить. У нас регламент до 14 часов, примерно 10 минут на выступление, до 13. на обсуждение по итогам выступления. До 13 уже, да? Изначально мы было до 14. Что, скоротили нам еще и панельку? Ну, давай тогда на апошний слайд, тут все зрозумело.
Вибачайте, у мене затонув навушник у каві. Зараз буде інший звук. Напошник, будь ласка, промотайте. Во-во-во-во, стоп. А тут по референдуму, извините, пожалуйста, я перейду на русский, чтобы все понимали. Вот, значит, для чего может использоваться эта система MetaID? Для консолидации людей сейчас предстоит референдум, и на полях, да, не знают, как на него реагировать. Идти, не идти. Я думаю, что надо перехватывать повестку, надо делать свой референдум. Вопрос может быть один. Инструменты электронные есть, голос, если, Либер пойдет навстречу, есть, да. Результаты видны сразу. Легитимное волеизъявление народа подлежит исполнению. Как мы будем приводить это к исполнению? Решим. Если у нас будет кворум, мы объединимся, то мы все сможем решить. Это как дополнение к тому плану победы, который для нас всех общий. Так что я думаю, что я и так наговорила слишком много сегодня. Извините, бессонная ночь. Смотрела с удовольствием все остальные секции. Все большие молодцы. На самом деле белорусы невероятные. И я хочу выразить слова признательности всему нашему консорциуму цифровых инициатив, которые 2 года работали овертайм, выше своих возможностей, после своих рабочих дней, отнимая время у своих семей, детей, близких и хобби, да, для того, чтобы что-то дать нашему белорусскому сообществу. И сейчас я хочу, чтобы, чтобы люди знали, кто это. Это вот Михаил Ананин. Миша, пожалуйста, скажи что-нибудь, перехватывай меня повестку, пока я не наговорила слишком много. Ну, на самом деле уже поздно, так сказать. Я бы хотел только, я помогу нашему дорогому модератору Ивану Семеновичу. Есть поднятая рука и один комментарий из чата. Комментарий я зачитаю. Однозначно, калі гэта ананімна, ці могуць удзельнічаць падпольныя суполкі непасрэдна з Беларусі? Так, гэта ананімна і могуць удзельнічаць падпольныя суполкі непасрэдна з Беларусі. Яны верыфікуюцца як просто можно верификовать их як доверенные пашпартные столы, то бок суполки трэба написать заявку на пашпартный стол. И все. И после гэтага суполка может своих сябраў перакидывать у гэтую простору, и яны могуць карыстацца сервисом голосования, покуль голосования, але и профсоюзами уже хутка ідзе интеграция на розных узроўнях. І з усімі ініцыятывамі мы перамовіліся, так сказать, і з офісам у нас прыязныя адносіны, і з беларусамі замежжа, і з тымі, бо мы не палітычныя, нам для ўсіх патрэбна, так? Бо калі мы будзем палітычныя, ці ліць на одну мельніцу, там, ці нау, ці шосу, ці офісу, то гэта не будзе ўжо грамадзянская супольнасць і грамадзянскі рух. Таму мы вымушаны сябраваць з усімі, гэта сур'ёзна, і быць добрымі для ўсіх. Гэта вельмі цяжка. Але мы захоўваем нейтральнасць. Так, яшчэ пытанне? Анна Ворон, поэт. Я просто вижу поднятая рука у человека. Ну, ладно, тогда пока... Калі есть пытанне, мы можем потом яшчэ абмеркаваць. А нам скоротили, так, сессию? Не, сессия час длится изначально. Изначально мне было, что с 12 до 2. Окей, тогда не тратим время. Иван Семенович, разрешите теперь мне? Так мы планировали, что я буду модератором. Другого совсем. Что я, конечно, мать. Мне кажется, больше технические вещи, потому что здесь, мне кажется, есть и люди, которые с IT-бэкграундом. Я не собираюсь. Я буду говорить. В море буду говорить, я на русском. Не хочешь, не говори. Прошу. Анна Ворон, поэт. Вот рука поднята, я просто хочу, может быть, у человека есть вопрос еще к предыдущему спикеру. Есть питание у моей жонки Анны Ворон.
Анна Ворон, паэтка рэвалюцыі, як Цапкала назваў ее на сваім дэмакратычным беларускім форуме, сайце лідарка рэвалюцыі. То у гэтым сэнсе Анна Ворон дрэнна размаўляе на мове, таму я выконваю функцыю перакладчыка. Анна Ворон з'яўляецца драматургам, кінадраматургам, тэатральным і зараз піша сцэнар «Філасофія вайны». Філасофія вайны адносна таго, што трэба сканчаць грамадзянскую вайну дзяржавы супраць патрыётаў, якія з'ехалі з Беларусі. Трэба сканчаць грамадзянскую вайну, дзяржаўны тэрор у адносінах да герояў тыпу Андрэя Зельцера, які абараняў сябе, сям'ю і дзяржаву, заадно радзіму. Мы па-рознаму з імі, з уладамі бачым радзіму, бачым патрыятызм. Хто з нас правы, вырашыць гісторыя, вырашыць час. Але зараз трэба аб'ядноўвацца, зараз трэба уздымаць пытанні, як я ўздымаю пытанні перад Ігорам Сігомам разам з Аннай Ворон. Вольныя купалаўцы згодныя пайсці на супрацу нават з дзяржавай, абы толькі выратаваць радзіму. Дзяржава не супраць прадставіць пастаноўку вольных купалаўцаў, альбо гэта будзе Паўлінка, альбо страх па Бертольду Брэхту вольных купалаўцаў на днях культуры Беларусі ў Маскве. Нават такая супраца можа быць вельмі карысна у тым сэнсе, што палітычнае пытанне мы пакуль што адлучым ад павесткі дня, а на павестку дня выцягнем пытанне культуры супрацы, культуры еднасці наконт дзяржавы, наконт радзімы перш за ўсё, потым дзяржавы. Перш за ўсё павінна быць радзіма, а ўжо потым дзяржава. Гэта зразумеў Ігор Сігоў, амаль-скараносец, які прадстаўляецца як цэнтрыст ужо, не пратэстовец, а цэнтрыст. І ў гэтым сэнсе я яго гэтаму навучыў разам з Аннай Ворон, якая напісала такі верш па-руску, 2 строчкі дазвольце зачытаць. «Повесив красные трусы и белых 2 бюстгальтера, услышала, ОМОН пришел и выругался матерно». Маргарита Ляўчук, вядомая вам усім, выкарыстала без указання Анны Ворон, але нічога, выкарыстала верш Анны Ворон у сваёй песне, великой песне «В Гаагу поезд по весне отправится, Лука уедет, а народ останется, менты вокзальные и так далее». То есть в этом сенсе нешта адбываецца добрае, але гэтага мала. І калі Андрэй Курэйчык, які тут зараз добра выступаў, але заўсёды ён нясе нейкую лухту, калі Андрэй Курэйчык далучыцца сваім сцэнаром да творчасці Руслана Зголіча, Русіка Зголіча, ВВКБ, Всемирное Великое Княство Белорусское, телеграм-канал, то ў гэтым сенсе мы створым нешта цудоўнае наконт таго, што рабіў Курэйчык у Купалаўскім тэатры яшчэ тым, Раеўскага, калі зрабіў пра Каіна Авеля п'есу. Гэта больш, чым Біблія атрымалася, больш цудоўна. І ў гэтым сэнсе, Андрэй Курэйчык, я сябра ты мой, я табе зрабіў вядомым, ты ж памятаеш мае ўрокі, і я табе лічу цудоўным драматургам, але не пішы «Любовь, морковь», не пиши для Москвы. А у чым пытанне? Пытанне у чым? Вибачайте, вас уже в поэзію занесло, у нас криху другая тема панелі, у нас лічбовая держава. До чого лічбовая держава і питання? Дякую, калі ласка. Дякую. Ну что ж, я согласен, это просто какой-то супер не формат мероприятия. Ну что ж, ничего удивительного, в принципе, от параллельной панели, вот, но давайте я верну нас в русло цифрового общества и, собственно говоря, немножечко теперь вставлю по теме, по существу. Вижу, вопрос был про существует ли какая-то система оценки того, насколько присоединение верифицированных подпольных ячеек контролируемо. В децентрализованной системе, самосуверенной системе, да, такой процесс контроля
может быть только демократическим, да, когда все участники, все ячейки, все организации могут голосовать за присоединение какой-то организации, за исключение этой организации из списка доверительных. Это не значит, что за исключение из вообще всей системы, да, но только некого публичного списка доверительных организаций. Эти процессы еще нужно тоже ставить, эти процессы еще нужно развивать. И если позволите, я как раз сейчас немножечко прокомментировал выступление предыдущего оратора. Благодарю Ника за хорошее представление, за презентацию. Но хочу сказать пару слов в защиту Павла Либера, Ярослава Лихачевского, которые делают Digital Belarus. Ребята умеют делать продукты, ребята умеют их доставлять. Да? Ребята вышли из корпоративной культуры, где это все на высоте. И эти продукты реально работают, эти продукты реально удобны. И в целом цифровое общество, цифровое государство складывается из тысячи таких подобных продуктов. Вот. Ребята молодцы, что это дело делают четко, как в армии. Вопрос не заключается в том, что они там кого-то не упоминали. Вообще не думаю, что им стоило нас упоминать, потому что мы двигаемся независимо друг от друга. Пусть даже мы там помогаем им в экспертизе, и вот они тоже начали использовать самосуверенную идентичность в своей стратегии разработки после общения с нами, поэтому никаких проблем, не надо никаких hard feelings, да, никаких обид на тему того, кто еще что делает. Вопрос в другом. Вопрос в том, как эти все цифровые сервисы, да, смогут поддерживать демократичное общество. Да, а как эти все цифровые сервисы действительно сделают нас, белорусов, свободными. Не повторится ли ситуация с Лукашенко второй раз, только уже через цифры. У нас есть пример, да, пример на Востоке, пример страны, которая очень плохо использует, ну именно с этической точки зрения, очень плохо использует цифровые технологии и создает у себя цифровой концлагерь. А есть пример на Западе, да, Эстонии, очень близкого нам соседа, которая на основании демократических институтов и демократических подходов строит демократическое цифровое государство. Но где эта грань, где эта линия? Панель у нас сегодня именно цифрового общества Беларуси, да, и я думаю, что как раз эта граница переходит ровненько там, между обществом и такими платформами, такими сервисами. Я бы думаю, жаль, что не получилось Ярославу и Павлу принять участие в панели. Ну, вообще, нам стоит, наверное, устроить тоже такую публичную встречу на пару часиков и обсудить все вопросы, потому что у меня есть вопросы к ним. Да? Ребята, а кто все контролирует? Кто будет решать, какие платформы как работают, да? Какие там процессы используются, какие внутри технологии? Как это все будет демократизировано? Тот процесс, через который идет Мета Беларусь, это процесс как раз снизу. Да? Мы вот еще год назад сообразили, подумали о ценностях, и у нас возник вопрос, а как делаем мы вот эти цифровые инструменты, да, вот голос хорошо работает, вот там еще что-то появляется. Как не сделать так, чтобы не пришел второй Лукашенко к нам? И мы вот этим вопросом занялись вот очень-очень так твердо и целенаправленно. В результате мы получили опыт и понимание того, что строительство цифровой страны должно идти как строительство страны от гражданского общества. А гражданское общество сначала должно самоопределиться, да, в цифровом поле. А сейчас у нас в цифровом поле, вот посмотрите, прямо сейчас Конгресс, Всемирный конгресс белорусов, да, есть основная панель, основной поток, где участвуют главные спикеры. Есть второстепенные параллельные панели, на которых участвуют, наверное, второстепенные спикеры, да, вот. И зрителям, белорусам всего мира приходится вот гулять туда-сюда, но я предполагаю, что, скорее всего, остаются на основной панели, судя по количеству участников здесь. Это в понимании, в сравнении с Конгрессом, после которого Соединенные Штаты Америки стали той страной, которой мы ее знаем сейчас, да, после освобождения приняли Конституцию, сформировали свое правительство и так далее, то это, наверное, нельзя сравнить наш Конгресс с тем. И просто потому, что сейчас у нас нет вот этого самоопределения как общества, чтобы реально гражданское общество пришло на этот Конгресс со своими представителями, выбранными, да, доверительными людьми, чтобы это была не просто конференция, где люди делают презентации в поисках спонсоров, там, в поисках подписчиков, в поисках пользователей платформ,
а именно где происходит работа, где происходит обсуждение важных вопросов, формирование такого общего языка, общего понятия, на основании которого люди приходят к соглашению и говорят: да, мы будем делать так, мы будем двигаться так. Вырабатывают такой единый сценарий действий. И, соответственно, пока у нас нет вот этого цифрового самоопределения как гражданского общества, мы не можем говорить о том, что мы будем делать цифровую страну. Пока мы можем говорить только, что нам будут предлагать цифровые продукты, да? И если эти продукты будут хороши, если они будут решать наши проблемы, если они будут давать нам какие-то бонусы, то мы попадем в цифровое государство. Кто будет управлять этим цифровым государством, мы еще не знаем. Надеемся, да, вот я, насколько знаю Либера, он человек действительно радеет за Беларусь, за белорусских людей. Я думаю, что он будет двигать дальше эту всю свою экосистему именно в сторону демократизации максимальной. Но это вопрос, который бы неплохо обсудить со всех сторон. И я на сегодняшней панели как раз хотел поднять этот вопрос и оставить его открытым. Мы в МЭТе недавно запустили, поговорив с разными представителями гражданского общества, да, инициатив, организаций, запустили такой белорусский личбовый рух. Движение, в котором может принять участие каждый белорус, и которое как раз направлено в сторону такого сформированного цифрового гражданского общества. Мы провели первое собрание организационное, поняли, что сколько еще нужно доделывать, но самое главное, мы увидели людей, которые пришли на собрание без каких-либо ожиданий или даже с плохими ожиданиями, что будет какая-то фигня, да, будет какая-то мазня и прочее, а вышли из этого собрания с пониманием: так этот инструмент может нам помочь. Этот инструмент мне только что помог понять позицию экономистов, которых раньше я не понимал. Вот. Поэтому строить экосистемы хорошо, предлагать продукты пользователям хорошо, но нам нужно строить цифровое общество. И каждый может принять в этом участие. Просто обсуждая эти темы, да, спрашивая людей: хорошо, как вы в интернете, да, кто вы, кем вы себя представляете? Эксперт, политик, экономист, просто часть гражданского общества. А как вы с другими людьми договариваетесь? Да? Вот как это происходит? Можете ли вы с другой инициативой, которой вы не знаете, но можете ли вы с ней договориться на совместные действия? А судя по тому, что происходит с Бором и рабочим рухом, да, мы понимаем, что договориться пока еще белорусы не могут. Поэтому если мы не можем сами взять в руки весь этот процесс, кто-то возьмет его за нас. Кто-то придет сверху, в эту же самую Digital Беларусь, вот, вольет туда деньги и возьмет все в свои руки. Поэтому нам нужно действовать, иначе наша ситуация никогда не будет такой, о которой мы мечтаем. Сейчас вот посмотрю, вижу, комментарий появляется в чате. Так, комментарий: безусловно, ситуация аналогична электронному голосованию в Российской Федерации. Повториться может, если инструмент попадает в руки подконтрольно чистоплотного государства, но в нем не менее цифрового государства, неизбежное будущее европейской цивилизации. Тут можно только либо быть в авангарде, либо плестись в хвосте. А вот с гражданским обществом в РБ проблемы. Я абсолютно с этим согласен. Абсолютно согласен. Мы, в принципе, как дошли до офиса, до НАУ, до Ярослава Лихачевского и Павла Либера, как раз продвигаю вот именно эту сторону. Я думаю, что с помощью таких замечательных людей мы сможем как раз-таки встать в авангард. Мы уже практически в авангарде, да, именно по нашей ситуации. Нам сейчас предстоит принять новую конституцию. И это не просто потому, что так захотел диктатор, да, а потому что реально у нас уже вопрос, когда старая конституция не работает, старые конституции не работают, да, сейчас цифровые инструменты, будущее уже наступило, уже здесь, и нам нужно принимать новую конституцию, которая бы помогла нам действовать, адаптироваться вот в этом всем бурно развивающемся цифровом пространстве. Китай, США и Россия уже борются за господство в области искусственного интеллекта, а мы еще даже человеческим интеллектом не овладели до конца, понимаете? Вот. Следующий комментарий. Идея как раз в том, чтобы построить такой IT-ландшафт, который принципиально не позволит поставить под себя контроль. Абсолютно верно. Благодарю вас. Майк, ну это я отвечаю в чате как раз, чтобы тебе... Вопрос, а не получится ли так, что будет 100 ID у каждого гражданина?
Ну, извините, есть разные операторы сотовой связи, вы там выбираете тот, который вам нужен. Я думаю, что они все будут взаимоинтегрируемы, и под тем вы можете присоединиться к дружественным сервисам. Почему нет? Да, ну все, в принципе, я и так занял достаточно времени. Вот, Можно я все-таки подробнее расскажу на вопрос про 100 ID-паспортов? Извини, что перебил. Ситуация следующая. Паспорт, он как бы зависит от того, кто этот паспорт выдал. Понятно, что может там открыть 100 разных паспортных столов, у них у всех будет разный уровень доверия, и если какой-то паспортный стол там будет поддержан, например, офисом Светланы Тихановской, вот именно этот паспорт и будет иметь достаточно высокое доверие. Если человек хочет добиться какой-то там большей приватности и безопасности, он может предъявить другой паспорт, который предъявлен кем-то, кто объявлен государственным там, террористом, сейчас хунтой, но принят в том сообществе, в котором он этот паспорт предъявляет. Я говорю, как раз система действительно гибкая, которая позволяет управлять доверием на максимально гибким способом. Проблема в том, чтобы сделать интерфейс управления этим доверием достаточно удобным, и тем, чтобы человеку было удобно пользоваться сотней своих паспортов, как сейчас. Человек использует сотню разных паролей к разным сервисам. Вот я все. разрешите, я тут вот добавлю немножечко про ID, да, про этот Meta-ID. В принципе, Digital ID, они все обе строятся на одной, по сути, на одной технологии. Насчет вот одного человека и там сотни ID, да, в любом случае, да, вот самый лучший пример того, что из себя представляет самосуверенная идентичность, это простой бумажный паспорт. Вот у меня, вот. Суверенная идентичность работает точно так же, как вот эта бумажка. В чем отличие от цифровых ID, которые сейчас используются, например, вот в России, в Беларуси с этой биометрией, или даже в Европе эти старые ID еще до обновления на новые? Дело в том, что все данные собираются в одном месте и контролируются одним человеком, одной организацией. Соответственно, если приходит один человек, открывает себе паспорт, ему выдают. Приходит тот же человек, хочет открыть второй паспорт, его смотрят по этой центральному списку и такие, ты уже получил паспорт, тебе нельзя. В случае, когда человек получает вот суверенную идентичность, он получает такой документ к себе на устройство. Да? И этого документа больше нигде нету. И в этом документе у него прописана такая цепочка, кто этот документ выдал, а кто доверяет учреждению, которое выдал этот документ, и так далее, и так далее. И, соответственно, вот эти документы лежат у каждого человека у себя в кармане. И нигде не существует такой единой центральной базы данных. Но когда этот человек приходит и хочет открыть второй документ, да, опять же, ему нужно пройти верификацию, да, кто-то же должен подписать, какая-то организация должна выдать этот документ, подтвердить, что он является легальным и правомочным. Человек идет в эту организацию, и в этой организации проверяется его уникальность. И сейчас есть цифровые инструменты, которые позволяют это сделать. Да? Биометрия – это один из инструментов, который позволяет определить уникальность. И таким образом та организация, которая выдает паспорта, не хранит ваши данные, не хранит имя, фамилию, дату рождения, ничего, а хранит какой-то уникальный номер, который связан именно с вами. И когда вы придете сделать второй паспорт, да, если первый вы потеряли, то они вас посмотрят, уникальный номер, посмотрят, скажут, ага, вот, короче, ваш документ, который вы выдали раньше, который мы этому уникальному номеру выдали раньше, мы его отменяем и выдаем вам новый уникальный документ. Таким образом, в интернете не существует единой базы данных. Все данные хранятся у людей непосредственно. Да? И при том есть возможность для людей действовать, опять же, в интернете, показывая только обложку своего паспорта, анонимный сертификат. Вот, я гражданин Беларуси, да? Доказуемо. Я могу это доказать, не раскрывая своих данных. И, соответственно, я могу доказать, что это уникальный документ, и есть он только у меня. Технология это сейчас помогает, и, соответственно, именно на такой основе, на такой технологии можно выстраивать уже реально демократическое общество в нашей среде. Поэтому я и говорю, что Павел Либер, он очень хороший специалист и радеющий за Беларусь человек. Мы с ним общаемся, и когда вот мы обсуждали Digital ID, мы представляли это с Ярославом Лихачевским на конференции в Вильнюсе, мы как раз и пришли к такому именно пониманию, к соглашению, да, к договоренности, можно так сказать, что
цифровое ID, которое будет реализовано в Беларуси, Meta ID, Digital ID, любое другое, оно будет основано на такой технологии, чтобы люди, белорусы, были в безопасности и были в центре этой системы, а не были подчинены ей. Спасибо большое. Все мы хорошие люди, тетя Циля, правда? Значит, Михаил, может, вы хотите завершить нашу секцию? А там вопросы еще были, может ответить? Про Вопросы были? биометрию, например, да? Так ответ же был только что. Да, Ну, то есть, есть я просто то есть подтвердил. технология такая, да? Есть организация, Михаил, которая проверяет биометрию. Она имеет на это полномочия. Либо сама она это себе эти полномочия издала, либо там в хорошем будущем официальное лицо ее этими полномочиями назначит и проверит. Семенович, прости, что перебиваю, но только что Миша про это рассказывал полчаса, где ж ты был? Я именно это и слышал. Мне показалось, что Михаил не до конца этот вопрос ответил. Так, организация, которая проверяет биометрию, она действительно получает от вас биометрию. Но она ее не хранит. Она хранит информацию о том, что от такого-то человека, от такого-то ID мы биометрию проверили, вот такую-то, и она корректна. Ну, то есть, вот, грубо говоря, там на пальцах именно так. Если остались еще вопросы какие-то, говорите, у нас еще 5 минут, по-моему. Ну да, у нас осталось вот 4 минуты. Я думаю, что стоит сделать какое-то заключение. Михаил Кучеров, как-то так у нас все получилось, да, еще даже с поэзией не хватило тебе времени. А это ничего страшного. Вот я как раз сейчас заключение сделаю, что нашу панель мы продолжим через час. И там поговорим о именно нашей стратегии, той стратегии, которую мы должны делать. Понимаете? Потому что техника без права, она не будет работать. Вот как-то так. Через час на встрече. Спасибо большое, да. Продолжим через час на следующей панели. Увидимся на Так, панели еще «Шлях вопросы до Гаги», да. Вопрос был, насколько технически мы готовы к запуску. Можно я отвечу? Значит, сейчас у нас есть прототипы, да, прототипы, которые проходят тестирование, проходят не только тестирование безопасности, но и тестирование пользовательского опыта. И они, ну, честно скажу, они пока еще выглядят как маленькие монстры, да. Соответственно, вот и то, что сейчас делается в Digital Belarus, да, Павлом Либером, оно тоже находится в примерно такой стадии, но более красиво. У ребят просто больше ресурсов, вот, есть на это дело. И, соответственно, мы будем дальше прорабатывать эти решения, но самый главный фокус, как я говорил, у нас не на продукты, да, мы не продаем продукты, у нас не коммерческая компания, у нас даже из корпоративной культуры, по-моему, никого нету, вот. Хотя пару человек, наверное, есть, да, в основном люди из гражданского сектора, волонтеры и прочее. И наш основной фокус – это работать с гражданским обществом, рассказывать об этих всех технологиях, об этих всех рисках и опасностях, помогать обществу самоопределяться в цифровой среде и уметь договариваться. И это как раз тот основной вектор, через который мы идем. Потому что другие продукты, да, вот реальные продукты, которые делает Павел Либер, они будут сделаны, будут доставлены. Ребята умеют доставлять. И здесь мы как раз можем очень хорошо скоординироваться и сработаться в этом направлении. Ну, к сожалению, хост не разрешает расшаривать скрин. Хотела рассказать, ну вот просто показать, как оно выглядит сейчас, это Meta ID, но нельзя, да, поэтому исследуйте сами, скину в чатик ссылочку. Еще. Ну, а вот это тестовый вариант, то, что мы сейчас тестировали в бою, по сути дела, на съезде БЛР. Но немногим удалось приобрести. 10% да, стойких технически преодолело порог регистрации. Но это уже результат, да, но как бы доработаем дальше. Спасибо большое. Спасибо большое всем участникам. Спасибо модератору за эту секцию. Действительно, на самом деле, это очень большая, очень-очень большая тема. И она очень интересная. Я попрошу, может быть, у кого еще параллельно звук, выключить микрофон Ника, потому что я слышу эхо. Спасибо.
И единственное, наверное, под конец я бы хотел позволить себе маленькое замечание, маленькие такие слова по поводу того, что нет, ни в коем случае сейчас вот эта вот секция параллельная, дополнительная, она не второсортная. На самом деле просто формат самого конгресса, он 24 часа. И при всем нашем желании на самом деле дать слово всем, кто действительно хочет, у кого есть что сказать, кому есть что донести, чем поделиться, мы все равно не можем уложиться в это время. Поэтому были такие вот возможности, мы постарались найти для того, чтобы дать как можно большему количеству людей, в том числе это и вот вам, при том, что не было даже заявки изначально, но все равно мы это смогли организовать. Вам большое спасибо, что вы смогли откликнуться и быстро прийти. И многим другим. Ни в коем случае не воспринимайте это как что-то второсортное. Как раз, Миша, мы так это и воспринимаем. Извини за Ну, это ответ. зря, Михаил, на самом деле зря, потому что первую, между прочим, дополнительную секцию Если бы открывали не было, если бы не было историки. презентации ID, Михаил, я думаю, то, что давай одновременно нету было. смысла спорить Нет, Миш, об просто этом. не надо публицистики. Все. Спасибо. Я хочу сказать спасибо, Миша, за организацию конгресса. Я сам понимаю, насколько тяжелый этот процесс, этот труд. Вот, мы же сами организовывали неделю назад с намного меньшим количеством участников. Поэтому спасибо, что вы делаете это дело. Просто надо еще больше, так сказать, привлекать силы. В следующий раз вместе с нами можем сделать нечто более такое полезное, продуктивное по формату. Вот, поэтому Да. с удовольствием поможем. Спасибо, Да, я абсолютно тоже согласен. хотела уверен, сказать, что мы еще будем... зла не держим, сами такие тоже в последний момент, там, в последние дни рассылали ссылки, поэтому все понимаем. Я Спасибо прошу большое, что прощения, но я позвали. вынужден уже Спасибо за переводить на возможность следующую сказать. секцию Всё. тему, поэтому давайте попрощаемся на этом моменте. И я уверен, что мы еще не один раз встретимся в формате либо конгресса, либо просто встречи какой-то более неформальной, и будут возможности обсуждать эти темы.